الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. В последнее время тема коранизма, коранитов очень часто в исламской дискуссии поднимается. У нас в России журналисты со мной тоже соединялись, начали спрашивать, потому что есть определенные события, в том числе и в Татарстане происходит, когда начинают поменять эту новую секту, группу, которая, в принципе, появилась недавно. Я хотел бы поговорить о истоках этой группы и показать некоторые особенности. Если мы посмотрим Оксфордский словарь ислама, там будет определение для понятия Ахлюль Кур'ан. Ахлюль Кур'ан по-арабски или Аль-Кур'аниюн. Кораниты или люди Корана, да, переводится. Там написано, что это индийское движение, возникшее в XIX веке под лидерством Абдуллы Чакраляви. То есть был такой ученый Абдулла Чакраляви. Они защищают только Коран, то есть считают, что только нужно на Коран опираться, да, и Коран является полноценным источником для хидаята. Кроме Корана больше ничего не требуется для мусульман. Все проблемы, которые не упоминаются в Коране, по их мнению, решаются по усмотрению мусульман. То есть как захотят, так они решают. И оппонентом вот этого движения обычно упоминается Ахль-Хадис. То есть если мы говорим про индийское движение Ахль-Кур'ан, то действительно в то же самое время в Индии появилось движение Ахль-Хадис. Но это Ахль-Хадис не в нашем научном академическом понимании, да, группа, а это ваххабиты, индийские ваххабиты, которые появились тоже в XIX веке в Индии. То есть Ахль-Кур'ан это одна крайность, другая крайность это Ахль-Хадис в лице индийских ваххабитов. И вот в связи с тем, что как раз обычно упоминается именно вот это индийское движение, хотя современное движение коранитов оно у нас присутствует не только в Индии, но интересен опыт нашего татарского богослова Мусы Джаргулбегиева. Дело в том, что когда он мигрировал из Советского Союза, как вы знаете, да, через Среднюю Азию, на Ближний Восток, жил среди, например, в Ираке, в Иране, да, и какое-то время он находился в Индии тоже. В Индии. И как раз когда он находился в Ираке, он там и в Иране, он очень хорошо изучил шиитский ислам. И написал очень известную книгу «Аль-Вашиа и Накли Акайд Шиа», значит, критика шиитских воззрений. А будучи в Индии, он написал труд Китабу Сунна. Китабу Сунна. И вот в этой книге что он пишет? Китабу Сунна, то есть книга о источнике шариата Сунна. Дело дошло до такого, что из этих сект, то есть он рассказывает про разные секты в исламе, дело дошло до такого, что из этих сект откололась еще одна под названием Ахлюль Кур'ан, люди Корана, отрицающие подтвержденные хадисы, не признающие саму сунну и ее статус в качестве одной из основ доводов исламского закона в доказательстве шариатских норм. Их самоназвание, как люди Корана, исходит лишь от их отрицания сунны обладателя благородного Корана, то есть Мухаммада. Я встречался с некоторыми из этой секты и обнаружил, что они оставляют следование священному Корану даже больше, чем сунне пророка. То есть их самоназвание, являющееся прикрытием, словно издевательство над благородным Кораном. Это Муса Бегиев пишет про секту коранитов, с которой он столкнулся в Индии. А в другом месте он пишет: таким образом, тот, кто нарушил этот договор между пророком и уммой,
вышел из этого единства уммы и противоречил общине аль-джамаа, не будет являться представителем людей сунны и не будет представлять людей общины, то есть ахлю сунна аль-джамаа. Тот, кто отрицает сунны пророка ислама, обладателя великого Корана, не имеет права называться, либо отличаться, либо описываться именем люди Корана. И еще в одном месте этой книги Китабу Сунна он говорит, значит, когда он разъясняет суры из Корана, сура Аль-Ан'ам, 159 аят есть, да, и в суре Арум есть похожее высказывание: поистине те, которые разделили свою религию и стали партиями, ты не из них. И похожее в суре Рум, обращаясь к нему, бойтесь его и выстаивайте молитву, и не будьте из числа многобожников, из тех, которые разделили свою религию и стали партиями, всякая группа радуется тому, что у нее. Он добавляет к этому: ибо тот, кто расколол свою религию тем, что уверовал в некоторую часть ее и отрицал другую часть, покинул религию, которую Аллах повелел людям, бросил религию, которую ее пророк оставил в наследство своей умме и всему миру. Поэтому тот, кто отрицает сунны, не характеризуется и не описывается именем люди Корана. Это были слова Мусы Бегиева, который также в нашем татарском богословском наследии оставил труд против коранитов, где он доказывает, что сунна, источник шариата, иногда даже стоит первее, чем Коран, как доказывает сам Муса Бегиев. Значит, коранизм является аналогом течения караитов в иудаизме, да, есть тоже такое течение, и является аналогом евангелизма, да, это уже у протестантов. Кораниты называют себя Ахль-Кур'ан, как я уже говорил, или обычно себя просто называют мусульмане. Иногда реформистами, да, то есть реформаторами, и вот в Америке тоже группа коранитов, у них есть группа submitters. Submitters, то, что переводится подчинившиеся, это один из смыслов слова мусульмане. Ученые говорят, что вот это движение на самом деле, оно все-таки появилось намного раньше, то есть это не детище 19 века или детище новой эпохи, да, что это не в 20 веке появилось, да, а именно вот эти зачатки, они уже были раньше. И, как правило, упоминают такого мутазилитского ученого Ибрахима ан-Назам. Ибрахим ан-Назам. Была такая секта ан-Назамия, рад на которых опровержение написал имам Шафи'и, имам Ибн Кутейба, да, опровергали их. То есть началось именно вот с этого человека, как некоторые исследователи считают, который был в свое время богословом, и поэтому он отрицал авторитет хадиса. Другие исследователи в общем заключают и говорят, что появление коранитов – это последствие частичного отрицания сунны шиитами, мутазилитами и хариджитами. То есть вот эта ересь, она уже появилась после смерти пророка Мухаммада, тоже очень рано, и связано с тем, что появились такие течения, которые частично отрицали сунну. Сегодня у нас вот, в начале 20 века был такой авторитет коранитов Мухаммад Тауфик Сидкли. Вот его упоминают обычно историки. Говорят, что все началось у него с отрицания таклида, то есть когда он считал, что нельзя мусульманам следовать таклиду. Это то, что он взял из идеи салафизма, да, в то время, которые были тоже распространены среди мусульман. В Индии очень много разных тоже группировок появилось. Да, вот одна из групп называется Quran Sunnat Society, это город Керала в Индии. В Малайзии тоже есть, вот сам я в Малайзии учился, и в середине 90-х вместе с группой мусульман мы пришли в гости как раз к одному из таких коранитов, один из авторитетов. Вот здесь имя Касим Ахмад упоминается, но сейчас я там не помню, какой именно авторитет из малайзийских. Когда мы пришли к нему в гости, то есть зиярат совершали, да,
как мусульмане, как студенты и преподаватели из Исламского международного университета. Его дома не оказалось, но был его сын. Сын, который был обычный пилот, то есть обычный пилот работает, значит, летчиком. Когда мы поговорили с сыном, сын оказался обычным мусульманином. То есть, к счастью, да, то есть, и не разделял, значит, убеждения своего отца. Также известна группа коранитов в Нигерии, тоже есть группа. И в Америке, я уже сказал, там разные группы. И есть такая проблема и в Казахстане. То есть там группа Изге-Амаль называется, Изге-Амаль, которые тоже являются коранитами. И до недавнего времени у них был лидером Асылбек Мусин. Говорят, что он покончил с собой, да, то есть уехал в Прибалтику и покончил с собой. Но тем не менее это движение остается, оно в 2007 году там начало действовать официально. Еще какие имена могу назвать? Ахмад Субхи Мансур, это египетский коранит, 49 года рождения, очень известный, у него действует целый сайт Ахль Куран. Сейчас я расскажу некоторые его заблуждения. Чиканур Маулави, это Индия, 1936 года рождения, уже умер человек, да. Идип Юксиль, 1957 года рождения, американский философ курдского происхождения. Рашад Халифа, тоже уже умер, биохимик египетского происхождения, американец, который известен тем, что говорил, что хадис это от шайтана. Коран это от Аллаха, а хадис от шайтана. И турецкий, известный тоже ученый Абдуль-Азиз Баяндыр. Не знаю, слышали о таком или нет. Тоже многочисленные каналы, сайты в интернете на разных языках. Возглавляет Вакф Сулеймания в Турции. К нам тоже вот он в Казанский исламский университет приезжал с лекцией, да, то есть была какая-то полемика. Но его группа была интересна тем, что они, кораниты тоже, кстати, разные. Некоторые намаз читают 1 раз в день, некоторые 2 раза, некоторые 3 раза, некоторые 4, некоторые 5 раз, как и мы. Да? И вот, группа Абдуль-Азиза Баяндыра, они 5 намазов читают, и многие вещи из сунны выполняют, но делают упор именно, находят вот эти сунны и вот эти положения именно в Коране. То есть каким-то образом искусственно, видимо, как-то, да, то есть они прямо из Корана вытаскивают, что именно 5 намазов, что именно 2 раката, что 3 раката, 4 раката, искусственным образом вот этот Абдуль-Азиз Баяндыр вытаскивает это прямо из Корана. И старается тоже избегать сунны, ну, вот, известны тем, что, например, они, так как в Коране есть такой аят, где говорится, аят вуду называется, да, если вы приступаете к молитве, помойте ваши, значит, лица, да, руки до локтей, значит, сделайте масах головы. И дальше есть 2 чтения. По одному чтению нужно протирать ноги, по другому чтению нужно их мыть. И обычно у суннитов распространена практика мытья ног, омовения ног. Да? Только если мы кожаные носки одеваем, то мы делаем масах. Вот у секты Абдуль-Азиза Баяндыра они только протирают голые ноги, только протирают, то есть они считают, что не обязательно омывать ноги, как это делают сунниты. Самые известные идеи коранитов, например, Хасбуна Китабулла, довольно нам книги Аллаха. Сунна – это не откровение от Аллаха, известные их лозунги. Суд по сунне приводит к ширку, то есть они считают, что если человек по сунне что-то делает, то это приведет его к ширку. Сунна не была законом при пророке, тоже их лозунг. И сунна разделяет мусульман, якобы, да, то есть по их мнению сунна причина того, что мусульмане разделились на секты. И, значит, я хотел бы перечислить некоторые заблуждения египетского известного коранита, который сейчас в Америке находится, Ахмад Субхи Мансур. Он где-то около 30 лет назад начал свое движение. Человек получил историческое образование в Аляскаре, да, то есть он доктор исторических наук. Начал он с чего? Он начал с критики суфизма. То есть он, когда написал свою диссертацию докторскую, это была критика суфизма,
Его труд назывался «Асар ат-Тасауф» и «Миср аль-Аср аль-Мамлюки». Да, то есть влияние тасауфа, суфизма в Египте эпохи мамлюков. И вот там он начинает критиковать суфизм. После этого он начал писать книги, начал критиковать саляфизм, потом начал критиковать суннитов, да, обычных суннитов. И вот какие у него заблуждения, и это у вас как бы тоже у вас возникнет уже полная картина о заблуждениях коранитов. Отрицание шифата пророка. Вот к чему он пришел, да? Отрицание исматун наби, то есть отрицание безгрешности пророка. Отрицание превосходства пророка над другими пророком Мухаммада алейхиссалям над другими пророками. Также этот коранит отрицает, что грешный мусульманин, значит, который не покаялся, например, да, и умер, он отрицает, что он может попасть в рай. Он считает, что такой мусульманин не попадет в рай. Нет насиха и мансуха, то есть нет отменяющих аятов и отмененных аятов в Коране нет. Также этот коранит известен своими нападками на имама Бухари. Также они отрицают наказание за вероотступничество. Отрицают азабр кабр. Значит, азабр кабр — мучение в могиле, да. Отрицает такое понятие, как полиция нравов. Ну, это как бы спорный момент, но вот хизба, такое понятие есть в исламе, когда определенные люди следят, как другие мусульмане выполняют предписания ислама. Он считает, что институт мухтасибов не должен действовать. Также этот коранит читал, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сам написал Коран. Отрицание ми'раджа. Вот сейчас месяц Раджаб же начинается, да? Сейчас скоро мы будем ми'радж вспоминать. Лейлятуль ми'радж. Ми'радж тоже они отрицают. Ми'радж отрицают. Исра, потому что в Коране упоминается, они это, конечно, принимают. Отрицание наказания раджем, закидывание камнями, когда значит, люди в браке, например, совершают зина, вот он отрицает наказание раджем. Разрешил проценты в банке, он разрешил, хотя реклама вроде бы запрещена, да, в Коране. Разрешил временные браки. Это как это известные браки у шиитов, да, вот временные браки. Также, из-за чего, кстати, его приговорили к смертной казни в Египте, он разрешил, сказал, что в Коране не запрещено продавать наркотики. Да? Вот этот момент тоже одна из причин, почему он уехал из Египта. Да? Ну, понятно, Коран единственный источник шариата, это уже как бы все кораниты говорят. Также он считал, что Абу Бакр и Умар ошиблись и противоречили Корану и Сунне. Абу Бакр и Умар. Критиковал такое понятие, как тавиль, то есть толкование, которое сделали мутазилиты, шииты, суфи, да, в акиде. Также толкование аятов, которые делали ученые по фикху. Также он отрицал святость Каабы, отрицал святость мусхафа, Каабы. То есть для него, с его точки зрения, никакой проблемы не было, да, когда некоторые враги ислама демонстративно сжигали Коран и бросали нечистоты. Он считал, что выиграть вообще, как бы, для него это вообще ничего не представляло. Также отрицание хиджаба, то есть женщина не должна одевать платок. Да, то есть это тоже одно из распространенных убеждений коранитов, вот это кораниты из Египта. Он продолжает, у него есть определенная поддержка, конечно, там, в Америке, да, то есть он продолжает действовать, пишет книги. Вот какие факторы, да, в конце можно сказать, факторы появления этой группы. Это, во-первых, влияние светских движений, которые появились в исламе, например, движение Сейда Ахмада Хана с его университетом олигархов в Индии. Это влияние политики колонизаторов, то есть потому что вот в Индии совпадение кадьяниты, секта кадьянитов, Ахмадия, да, и секта коранитов примерно в одно и то же время появляется. То есть это о чем-то говорит. Именно когда там появились вот эти колонизаторы. Ну, понятно, да, что разделяя власть, то есть вот это использование, то есть англичане всегда помогают всем сектам, которые внутри ислама.
Ну и как ни парадоксально, также, возможно, ошибка самих же мусульман, когда они думали, стремились к единству и начали думать, что во всем виновата сунна, именно хадисы пророка Мухаммада алейхиссалям. Именно вот эта проблема привела к тому, что мусульмане разделились на группы. Если мы будем отрицать сунну, то якобы мы вокруг Корана сможем объединиться, но, к сожалению, мусульмане, они даже и вокруг Корана могут разделяться, потому что в Коране есть, конечно, и ясные аяты, есть аяты, которые, мы говорим по-арабски, «занни даляля», то есть вокруг этих аятов есть разногласия. Если они касаются фикха, то, в принципе, с точки зрения ислама, это не те разногласия, из-за которых нужно осуждать мусульман. Вот вкратце об истоках и особенностях коранитов. И предстоит изучение вот этой секты уже на нашей российской почве, потому что я преподаю студентам, у меня есть магистры, которые учатся в Казанском исламском университете, в Российском исламском университете, и хазраты, они сами хазраты, практикующие, они говорят, что в мечетях иногда действительно встречают таких людей, которые сегодня ссылаются только на Коран и отказываются следовать сунне пророка Мухаммада алейхиссалям. То есть такие люди, хотя эти индивиды, то есть они редкие очень, то есть их очень мало, но они появились в Татарстане. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Какие авторитеты есть у коранистов? Какие авторитеты в России есть? Кто является авторитетом? Нет, вот про российских я вот сейчас говорю, надо с ними еще конкретно поработать, разобраться, да. Но они точно себя коранитами никто здесь в России точно не объявлял. Один человек, которого вот обвиняет, он как бы сделал заявление, что никаким коранитом я не являюсь. Также Виктор и его коллеги тоже сделали такие заявления, но говорят, не кораниты. Но это прикрытие или не прикрытие, это как бы время покажет. هذا الموضوع الذي طرحه الدكتور سعيد هام جدا في حياة المسلمين. Эта тема, которую раскрыл профессор Дамир Хазрат Шагариев, очень важна для жизни мусульман. ونشكره على هذا الطرح المفصل الذي يبين فيه هذه العقائد الضالة. И я выражал благодарность ему за то, что он так подробно разъяснил заблуждение этой секты. لكن أريد أن أنبه إلى قضيتين. Я хотел бы указать два основных вопроса. الدكتور سعيد الآن اعتبر أن القرآنيين يمثلون فريق ويقابلهم فريق أهل الحديث. Потому что вот как раз профессор доктор Дамир Шагариев объяснил о тех двух противоположных сектах, которые были коранитами и أهل الحديث. وأعتقد هذا لابد أن يعاد النظر لأن أهل الحديث في الهند نعرفهم اشتغلوا بالحديث وهم يؤمنون بالقرآن والحديث مصدرين للتشريع الإسلامي. Я хотел бы заострить внимание как раз на Ахль Хадис, приверженцев хадиса, которые веруют в Коран, естественно, что это первый источник для шариата, и, конечно же, веруют в хадис как второй источник шариата. يعني دققوا في رواية الحديث من ضعيف إلى حسن إلى صحيح إلى متواتر لكن لم ينكروا آية من القرآن. Потому что они просто глубоко изучали, какой хадис является слабым, какой достоверным, какой хорошим, какой мутаватир, но они ни в коем случае никогда, конечно же, ни один коранический аят не отрицали. لأن كتب الحديث تتضمن تفسير القرآن وفضائل القرآن وأسباب نزول القرآن. Потому что в сборниках хадисов всегда содержатся и тафсиры, толкования к аятам, и там же как раз приводятся хадисы, которые упоминают причины неспослания этих или других аятов. أما القرآنيون فهم ينكرون السنة وإذا اعتقدوا ذلك فيوضعون في صفوف الكفار لأن أنكروا آيات كثيرة من القرآن تحثنا على اتباع السنة. И, конечно же, противовес как раз коранитов, которые полностью отвергают на 100% сунну, в том числе как раз
и они отвергают эти аяты, где нам приказано повелевать Всевышний следовать сунне, и поэтому они выходят из ислама. فحتى طالب العلم الجديد أو المستمع العادي يعني لا يضع أهل الحديث مقابل القرآنيين، يعني لازم نكون حذرين منها. Да, просто я хочу сказать, чтобы человек, который новый студент или слабо разбирающий, чтобы не думал, что это две противоборствующие группы между собой, кораниты и приверженцы хадиса. النقطة الثانية التي أشير إليها لا نرجع بالتاريخ كثيرا إلى المعتزلة. المعتزلة ليسوا قرآنيين، إنما كانوا يأخذون بالقرآن ويحكمون معه العقل. Здесь не надо далеко углубляться в историю, в мутазилитам, потому что мутазилиты помимо Корана, они применяли еще логику, опираясь на разум. لكنهم لم ينكروا الحديث والسنة. Но они ни в коем случае не отвергали ни сунну, ни хадис. لكن وردت بعض الأحاديث في تصورهم أنها تعارض الآية فقالوا نأخذ بالآية والعقل. Потому что когда приходили аяты, которые на их взгляд противоречили Корану, они говорили, что эти хадисы мы оставляем и, конечно же, берем Коран. فالنظام وهو من قادة المعتزلة ما ثبت أنه يعني أنكر السنة. Потому что вот этот как раз Назам, который был упомянут, он хадисы и сунну не отвергал. لذلك أنا أرى أن فكرة القرآنيين فرقة معاصرة حديثة ليست غالبة في التاريخ. И поэтому мое мнение о том, что вот эта секта коранитов, это современная секта, которая возникла недавно. وأنا عندي قناعة أنها مرتبطة بالمحفل الماسوني. Я, скорее всего, считаю, что они связаны непосредственно с масонским движением. لكن كما نعلم أن المحفل الماسوني أعضاؤه في غاية السرية لا أحد يعرفهم. فيهم ملوك، فيهم أمراء مرتبطون بالمحفل الماسوني. Почему я считаю, что они связаны с масонскими ложами? Потому что в основном масонские ложи очень скрыты, и там среди них и президенты, и короли, но никто этого не знает. ونعلم أن المحفل الماسوني يقوده اليهود. Мы знаем о том, что масонское движение ложи возглавляется иудеями. ويدفعون الأموال الطائلة والرواتب وينفقون كثيرا. И, конечно же, на эти тратят огромные средства на содержание этого масонского движения. فحتى الشخص العادي يقول أنا قرآني ربما لا يشعر، لكن قادته يشعرون أن هذا العمل عمل ماسوني لتهديم الدين الإسلامي. И тот человек, который называет себя коранитом, он этого может не знать, но на самом деле руководителями этих заблудших течений являются масоны. يعني إذا أخذنا أحكام الإسلام لا نجد أكثر من 30% موجودة في القرآن و70% تثبتها السنة. Потому что если мы возьмем именно законы ислама, то только 30% этих законов мы найдем в Коране, а остальные 70% мы находим в хадисах. فمعنى ذلك أنه إذا قالوا نأخذ فقط في القرآن هدموا 70% من الدين الإسلامي. И поэтому, если они утверждают о том, что они придерживаются только Корана, значит 70% нашей религии мы разрушаем и отвергаем. Спасибо большое. Я прокомментирую. Конечно, пожалуйста. По поводу Ахуль-Хадис, да, то есть я как бы здесь как раз и не свое мнение говорю, а мнение Оксфордской энциклопедии, то есть именно так они сказали, да, то есть понятно, что Ахуль-Хадис, хадиты в Индии, но они признают хронические аяты, то есть это понятно, да? Но некоторые исследователи, они считают, что это как бы ответная реакция, Ахуль-Кур'ан, ответная реакция на Ахуль-Хадис, так же, как и, в принципе, усиление ханафитской школы в Индии, например, Диабан, да, тоже в это время появляется. По поводу мутазилизма, да, как раз я и говорил, что как бы зачатки только появляются коранизма в мутазилитской секте, имеется в виду не среди всех мутазилитов, а только части мутазилитов. И мутазилиты полностью, да, но, как ученые говорят, некоторые из них отрицали часть сунны. Вот от этого как бы идет проблема. Впоследствии уже появились кораниты, которые полностью стали отрицать сунну. Еще один вопрос. Кораниты ведут полемику и разговоры теоретической плоскости, или они уже
там, где экономические проблемы. Откуда они этих людей себе как набирают, рекрутируют, да? Чтобы... Ну, сейчас это сеть интернета. Сеть интернета, потому что обычно официально в мусульманских странах не предоставляют такую возможность. Они не получают. И как вот этот шейх Мансур Субхи, который уехал в Америку, попросил там политическое убежище. Конечно, он очень с резкими высказываниями. Я перечислил его заблуждения, то есть такой человек точно в Египте не мог находиться. Сейчас он работает через интернет, то есть у него сайт, на сайте там есть данные, где они просят все время donation, то есть все время просят деньги. То есть они собирают, оболванивают каких-то, видимо, все-таки мусульман, которые думают, что в этом есть истина, они туда делают пожертвования. И вот на этом он живет. Возможно, там какие-то гранты, потому что они утверждают, что они якобы борются с экстремизмом в исламе. То есть, возможно, они гранты могут получать от своих правительств, где они там находятся, да, то есть имеется в виду на Западе. Как правило, они сами же говорят, что мы хотим объединить всех мусульман, но на самом деле их призыв он ведет к фитне, потому что я вам перечислил очень известные вещи мусульман, которые они отрицают. То есть это ни к чему хорошему не приведет. То есть мусульмане точно это не примут. Есть еще вопросы? Если нет, все, спасибо огромное.